Народився Христос, народився Христос, народився. Люди, поспешайте, люди, поспешайте с Богом, привитайте с Богом, привитайте. Христа народжение, Христа народжение людям, наславление людям, наславление. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Вітаю всіх на этой святої мши, кого не бачу, тому з Новим годом жадаю. Як справді, передусім Бог нам благословив у кожну хвилину нашого життя, у кожний момент, який нас чекає во всіх наших справах, у наших сім'ях. Даруючи Богу наші просьби. А в эту святую мшу ахтарую за всіх парафіян, просячи для кожного з нас Божого благословення, ласки, здоров'я і потребних Божих дарів. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы ровно могли скласти в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я бедный, думкою, словом, ушитком и занятием. Моя вина, моя вина, моя вина, великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, за Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до жизни вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинах Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речно себе грехи свету, смилуйся над нами, я Тебя речно себе грехи свету, прими моление наше, яки сердишь праворучайца. Смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшийший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся.
Всемогутный вечный Боже, светло верного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалою, и дай познать Тебе всем народам, узями Твоей правды, Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит, в едности Духа Святого, Бог во все веки вечные. Аминь. Чтение книги мудрости Сираха. Похвала мудростью и самому. И прославлена будет она народ своего народа. Надходи наивершейшего вина от твоей руки своей, и перед Ягоной могутностью будет восхвалять тебя. А ты загадал мне створитель всего. Твой, что створил меня, вызнашу место для моего шатра и сказал: у Якубе поселися, и успадшему в племени Израиля. Владыку, самого початку он створил меня, и николи я не перестал весновать. И в святым шатре перед им я служила, и так умацовалась на Сионе. И он так само дал мне odpoczynek в умилованном городе, у Иерусалиме улада моя. Укоронилась я у прославленном народе, у властности Пана, и спадшими огонь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слово сталося телом и поселилось меж нами. Слово сталось телом и поселилось меж нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога. Бо он умасовывает засовы брамов Твоих, благословляя род Тебе, сыном Твоих. Слово сталось телом и поселилось меж нами. И он усталевый мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И он посылает слово свое на землю, вельми хутко летит Его слово. Слово сталось телом и поселилось меж нами. И он обвестил слово свое Якубу, постановы свои и присуды Израилю. Ніякому народу больше так не учинил, я ныне ведают присудам ягоных. Слово сталось телом и поселилось меж нами. Чтение послания святого апостола Павла к Ефесу. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе и вселенским духовным благословением на небесах. Бо Он выбрал нас у ним перед творением света, как мы были святыми и беззаконными перед Ним по любовью. И Он предвызнашил нас для установления образа Иисуса Христа, поводле уподобания своей воли, деле хвалы своей прославленной ласки, якой Он одарил нас по умилованию. Почувши про вашу веру в Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дяковать за вас, Богу вспоминающий вас в молитвах своих, а Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы,
славу Духа мудрости и объявления, и познание Его, и прославил больше сердца вашего. Как вы ведали, уши надея, покликання Ягоного, якою багаття славне спадщина Ягоної сирот святих. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тобі, Христе, якого обвестили народам. Хвала Тобі, Христе, в якого повірив світ. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Іоанна. Слава Тобі, Господи. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово, і оно було у Бога спровеку, усе праз Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. У Єм було життєм, і життя було світлом людей. А світло світить у темрю, і темря не огорнула Його. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і свої Його не прийняли. А тим, хто прийняв Його, дало владу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Єгоне, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми славу Ягоную, славу, яку має від Отця Єдинородного, повний ласки і правди. Гэта слово Пана. Слава Тобі, Христе. Уже давно м'явся запитатися, так що ж було на початку? Що ж було на початку? Ми сьогодні почули, що на початку було Слово. І видаєте, сьогодні так тішуся і гляжу на вас. Усі ми старейшими стали, маю надію, що мудрейшими, бо некоторых целый год уже не бачив, а що тільки у прошлом году справді і така велика справа. Але сьогоднішнє Слово Боже особливим чином, перше читання звертає нашу увагу так. Може ми і розпочали Новий год, може ми стали трошки старейшими на год, але сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішнє перше читання звертає увагу на мудрость. А чи ми стали мудрейшими, можна так сказати, за цей час? І чому я запитався, що було на початку? Бо так, напевно, добре кожен з нас пам'ятає цей момент, як пробило 00:00. Що ми перше зробили у цей час? Цікаво. Напевно, жадали найlepsze пожадання один одному, жадали щастя, здоров'я. Але чи в цей момент ми так само подумали, Пане Боже, благослови нас. Хто ще не подумав, то добре. Сьогодні подумаю вже конкретно, коли прийде до Ісуса і попросить об Його. Але сьогодні будемо шукати цієї мудрості. І видається так, діти, весь час глядите і дивитеся, що ж там лежить у цих тут кошиках під низом, під ясенками. Ну и сегодня возьмем одну коробку, эту серебряную, и будем глядеть, что ж там у нее есть. Так, не развернул, добре. Ну, что ж тут есть у нас? Можно? Конфеты, конечно. Я тоже слышу... Добре, на конфетах пока остановимся. Я слышу конфеты, то завжди сердце радуется, бо тоже люблю конфеты. Но поэтому такие большие, напевно. И видите, конфеты это сапраўды. Кожен з нас не так просто приносив до Ісуса конфети,
Бо кожен з нас ведає, що дитя любить конфети, і поэтому радується, коли їх бачить. Відомо, часами їх нельзя з'їсти, ну, бо здоров'я, все таке, але все ж таки це просто речі, які нам приносять радість. І справді, в этой радості повинно бути в нашому житті якнайбільше. Поэтому старайтеся. Бо справді, мудрость, вона так само будується на таких добрих справах, яких повинно бути якнайбільше у нашому житті. Наступне, що ти сказала, це було що? Грецькі орехи. Я здивився, коли приїхав у Польщу, сказав, коли бачу грецькі орехи, кажу, о, грецькі орехи лежать. Вони мені кажуть, які грецькі, не італійські. У Польщі італійські, говорять, не веду, откуда взялося це. Але грецькі орехи, я не відомо, трошки тверде, треба постаратися, як їх відкрити, треба взяти мало того, ножик, може, як я казав, сюди чесночницю бралася, ну, не веду, чи так, чи інше. Але все ж таки, це тяжко. Ці ведається, як трошку этой мудрості здобути, треба нечто переконати. Я гляжу на ці орехи і бачу їх одну вельми важну річ, яку і передусім діти вельми люблять. Це наука. Как вы ее любите, хотя и отдыхаете теперь от нее. Но вот к мудрости, як з цим зростала, то треба з чогось довідатися. Треба мати конкретні веди, конкретну інформацію об чимсь конкретним. Навіть десь так говориться так, може і справді тяжко нам це дається. І справді, як то кажуть, треба гризти ту науку. Як правильно це говориться? Хранить науки. Ну да, як гэтый орех. Ну, я б, напевно, не погриз. Що тут ще тут? Може, знайдете, може, покопаєтеся. Що там ще є? Можна покопатися спокійно. Только не забирать, бо это пана Єзуса. О, книжечка есть. Узнаете такую книжечку? Передусім те, хто після першої комунії був. Да. Молитовник, який діти отримують після першої святої комунії. Да, молитовник, він передусім обозначає молитву. Але видите, молитва – це так само якийсь цікавий діалог. Це якась розмова. І поэтому так само мудрость ми здобуваємо праз розмову. Праз розмову один з одним. Поэтому батьки, напевно, ваші тішаться, як ви приходите з якимись конкретними питаннями, особливим чином тяжкими. І ж треба відказати, треба попросту ділитися, попросту якоюсь бедами, якимось досвідченням життєвим. Це вельми важно. Але так само, як це молитовник, часами треба з Паном Богом поговорити. Поэтому это вельми важно. Ну что, копай дальше, что там еще у нас есть. Шоколадка, это уже конфета, то же самое. Все сладкое не забудьте. Давай, еще одна книжка есть. Библия, молодец. О, видите, навод не поглядела название, сразу поняла, что это такое. Значит, у руки свои бере эту святую книгу. Библия – это так само граница мудрости. И тут попросту никуда мы попросту не денемся. Хочем мудрость, хочем Пана Бога познать, треба брать эту книгу и як найчастей читать. Но кто в этом годе хоть раз читал? Добре, что только один день прошел, поэтому можно сказать, ну не успели. Але маем еще 360 дней, там это успеть и открыть, и почитать. Бо это справді книга мудрости. И сегодня мы имели на початок фрагмент с этой мудрости. Ну что там еще есть у тебя, кроме конфет, орехов, зажигалка? О, статуэтка. А что это? Что обозначает? Сердечко. Доброе, сердечко мы нашли. Что это обозначает? Любовь. Молодцы, правильно. Все знаем, все логично, все просто. Так, справді. Любовь так само нам треба. Как узрастать справді в мудрости, мы повинны иметь такий огонек. Поэтому огонек тут положил, якийсь горит навод. А гэтым передусім огоньком для нашего життя есть передусім гэтая любовь. Поэтому не шкодуйте гэтага великого дару, який Бог нам дає. Бо Бог нас вельми любить. И так само хоче, как мы любили один одного. Так, все тут положили. Так что все, вроде бы, мы сегодня все мы поглядели, да?
Ну и что? Ставим обратно, откуль мы это взяли. Бо это все чье? Пана Иисуса. И ведаеце, и сапраўды, нават гэты сегодня наша коробка с гэтымі подарками вядзе до найважнейшай мудрости. До гэтага слова, якое было на початку. Вядзе до Иисуса. И кто хочет познать этой мудрости жыццёвую, той, як найчасцей, повинен подыходить до Иисуса и просить мудрости. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Створителя неба и земли, всякого бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующим веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел в небо и вселился от Духа Святого, с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, сядет праворушайца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в лучшем свете. Да Бога, які у своей безмежной мудрости и любови покликал нас до життя, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за костел Христовый, как раз с экраном Він мог усюди и свідчить об любові Бога для человека. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как был он отцом и братом всех людей на земле. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за молодь, как набываючи веды об житті у свете, и она поглубляла так само свои веды про Пана Бога. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за тих, кто сеет ненависть у сердцах людей, как наши молитвы и отвярность суденничали их наверстание. Тебя просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться в шпиталях, в турмах, як вони так само почули добру новину про Збавителя, який прийшов на землю. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас, собраних для алтара Пана, как мы серед штоденных тяжкостей умели заховать внутренний спокой. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Пане Иису Христе, Збавитель свету, выслухай молитвы Твоего Костела и приведи всех людей до досконалой любови и радости, вечного життя, який живеш і володариш праз усе веки вечные. Аминь. Невидимые повести, зорка понад нимами, шли ранем невинный, ясностью долину, зоркой встает шли ранем невинный, ясностью долину.
браты и сестры, как мою и вашу и офяру, принял Бог Отец Всемогутный. Яхай Пан Бог принял отряду с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Отче ласкавый, освяти те дары избавенным народжением Твоего Сына, який показал нам шлях правды и обещал життя вечное, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с духом твоим, гору сердце, узносим микрофона. подякуем Пану Богу нашему. Угодно и справедливо. Справды годно это и справедливо, слушна и избавленна, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, Ем небачное спрадвечное слово, з'явився сярод нас у бачном чоловічем теле, народжений перед веками, почав існувать у часе, как узвысить усем, что грех принизил, как обновить усё створение, а загубленное человечество покликать до небесного благодарства. Тому небо и земля с закоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госана на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Госана на вышинях. Справди Боже, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе усе Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспинно собираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую офяру. Тому єдності з усім костелом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе. Освяти эмоции Духа Твоего, гэтые дары, якія мы принесли Тебе на офяру, как встали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб, і подяку Тобі складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, і подяку Тобі складаючи благословив, і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита, дзеля відпущення грехов. Гэта чиніться на мою пам'ять».
сердца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присяг хвале. Пане, вспоминаючи звавшую муку Твоего Сына, а так само Его цудовне воскресіння і Небовшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, кабы узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отнимать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Евбранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласке Твоей пришел с этого света, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Сын Божий стався человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полной вдячности осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокои дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, да мы были завсёды вольны от греху, и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не заважай на грехи наши, але навел костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, який завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему с нами супокой.
Баранку Божий, який береш на себе такий світу, змілуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе такий світу, змілуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе такий світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне, покликане на вечеру Його. Я не знаю, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 164. Як прикрепні пастухи у Вифлеєм, заспівали пісню, що їх виб'є. Слава на вишитих, слава на вишитих, і спокій на землі. Слава на вишитих, слава на вишитих, і спокій на землі. Покорить кланялися всі йому, отдали пощаду Богу нашему. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Одессе войну забьем другом нам, неведомым на земле ранее людям. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. И яснятся анёлы виновату нам, яснятся и Марии Иисусом вам. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Распознали грязных сил славного, славного Хана нам слава. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Мы так само Бога Сына признаем, щиро Его любим и Ему верим. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Как верные пастухи у Вифлеем, заспевали песню, что им вибрали. Слава на вышине, слава на вышине, и спокой на земле. Слава на вышине, слава на вышине,
159. Венеется на землею сяе, радостную веску людям обещает. Не смеялся, Христос народился, с неба радость променится, будет веселиться. Не смеялся, Христос народился, с неба радость променится, будет веселиться. Кроме глазки Божией на землю пролился, когда этот счастье солнце народился. Если обудился, Христос народился, с неба радость променится, будет веселиться. Если обудился, Христос народился, с неба радость променится, будет веселиться. Женщине спастися, привітайте дитятка, радуйся, ожмися, Беларуси, братка. Если обудися, Христос народился, с неба радость променится, будет веселиться. Если обудися, Христос народился, с неба радость променится, будет веселиться. Молимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим, праз гэты сакрамент очисти нас от грешных схильностей и допоможи досягнуть жаданого спавления праз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские. 3 студеня у понеділок у сповідний святейше на ім'я Єсуса. 6 студеня у четвер урочистость об'явлення Пана, або, як у народі кажеться, 3 королів. Святі інші будуть відправлені у 8 границі, 15 і 19. Кожен має обов'язок під грахом бути у цей день на святої інші, а так само повстриматися від виконання необов'язкової праці. Подчас кожної святої мши буде освячена креда, каділа, вода. Кредой на дверях пишем 3 літери, С плюс М плюс Б, бягучий 2022 год. Гэты напис означает Христум мансионем бенедика, хай Христос благословит гэты дом. Это знак того, что в этом доме живут христиане. Кадила с пальбами, а его пах показывает, что в этом доме пахнет молитвою и хвалою Бога, водой и кровью Бога. 9 студеня в неделю свято Христу Пана, закінчення періоду народження Пана. Можна записуватися на колядне відведення. Колядне відведення – це передусім молитва і благословення сім'ї, освячення домов, квартир, а так само можливості розмови зі святаром. Подчас відведень стол повинен бути засланий білим обрусом, на їх криш, свічка, Біблія і освячена вода. Записываться можно у святоров, у записок. На эту пятницу, с 7 студеня, біскупу знову уделили диспенсу дозвол на споживання м'ясних страв. Так что, можно в пятницу будет не постить, есть мясо, все положено. На этом дне припадает первый вторник месяца, день молитвы до святого Михаила Архангела, первый четверг месяца, день молитвы о новых покликаниях до службы святарской и законной. Первая пятница месяца, день молитвы до сердца Иисуса. Каждый день в нашей каплице триває адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте, в интенции нашей родимой, четверг, пятница от 14 до 20:30, іншие дні от 14 години до 19. Віншуємо усіх братів і сестер православних, особливо з ваших сім'їв, які будуть святкувати на гэтым дні свято народження Пана. Нехай гэтае свято принесе передусім любов і супокой. Дякуємо за керування, складене на будову, заплатки 9701 рубль і $105, і подчас вігілійного кірмаша
501 рубль. Дякуємо за спів і оправу літургічну. За прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурить. Помолимося. Так само дякуємо і сьогодні органісту, гітаристу, особливим чином. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження і імена юбілеї, хто чекає народив дітей. Помолимося за добродеїв, як народавців нашої парафії, а так само нових добродеїв, будівництва сотворення Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку, Отець і Маті Божої Руженцової. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, нашу потребу, не погрожай молениям нашим, и от всякой злой приходы, вызволяй нас защиты. Панна творенная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. Ну и, наконец, история. Такая за мной сталась на Новый год. Кажуть, подходит ксенц, запросите в свой дом тигра. Я так стою, гляжу, здивлений, кажу, ну тигру я всіх могу сказать, але Пана Єзуса то треба запросити у свій дом. Поэтому нехай буде справді кожен день така робота благословенна. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Аркадій Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на звуку душ своїх на світі. Амінь. Номер 172. Святий Боже, Святый Господи, святый несмиротный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, zmiłuйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, борони нас, Боже, от раптовной и несподеланной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Номер 172. Сегодня нужно небе, имя под солнце небо яснее. Христос, Христос, нам родился, Божьим светом грешный свет озарился. Христос, Христос, нам родился, Божьим светом грешный свет озарился. Тому сегодня с неба анёлы, небе сбирались, веселым. Христос, Христос, нам родился, Божьим светом грешный свет озарился. Христос, Христос, нам родился, Божьим светом грешный свет
Ісус Христос нам народився, Боже святом Христі світ озарився. Нехай буде похвалений Найсвятейший сохран, правдивое дело Бога нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сохран, правдивое дело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сохран, правдивое дело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.